Итак, довезли нас до автостанции Greyhound. Времени 6:30, автобус у нас в 7:30 с двумя пересадками. Одна в Лос-Анджелесе, вторая в Окленде. Здесь нас прямо передали сотрудникам автовокзала, здесь все четко. Дальше будем как-то разбираться сами. В принципе, особых переживаний нету. Есть ощущение, что здесь все четко схвачено. И не мы первые. Мы, когда уезжали, видели новый целый актовый зал русских, в котором включили колонку на русском языке с инструкциями как чего, то есть заехавших в ковидный отель. Так что здесь точно поток. Четко, постоянный поток. С нами стоит женщина, которая живет здесь с 89-го года, русская, полурусская, полуукраинка. Короче, она весь мусор сейчас взяла и положила около остановки в кусты. Я деликатно ей сделал замечание и сказал, что вон урна под мостом, сходите туда, выкиньте. Короче, я сходил, нашел урну, буквально по эстакаду, вот она рядом с остановкой. Ну, вот чтобы вы понимали менталитет, она сказала: пошли они, урна должна быть здесь, еще я буду ходить до той урны под мостом выкидывать. Пошли они, видимо, коммунальные службы, пусть ставят урну здесь. Друзья, я переживаю, что вот из-за таких людей мы можем проебать Америку. Типа, знаете, одну страну уже потеряли, как бы не потерять из-за таких людей вторую. Приключения и знакомства с Америкой начинаются с того, что наш автобус задерживается, мягко говоря. Женщина из станции вышла, извинилась, сказала, что не может сказать насколько, потому что водитель что-то невнятное говорит, то есть типа она не может сказать, насколько задерживается автобус, но он в любом случае приедет. И сложность заключается в том, что в Лос-Анджелесе у нас пересадка должна была быть со стыковкой всего лишь 7 минут. Соответственно, так как сейчас автобус задерживается уже на 17, на ту 7-минутную пересадку мы в любом случае не успеваем. Ну, в общем, мы сейчас с переводчиком, Google переводчиком минут 15 не общались текстом, потому что без интернета Google переводчик Voice Translate не работает. А интернета у нас пока нет, потому что мы только вышли из отеля, у нас нету местной симки, мексиканская опять-таки не работает, поэтому приходилось все печатать, она тоже печатала нам. В общем, вроде как порешили на том, что автобус в любом случае приедет, нам имеет смысл оставаться здесь ждать, а в Лос-Анджелесе нам предложат варианты, на какие обменять билеты без доплаты, потому что я специально уточнил, будут ли они знать, что автобус задержался, что это не наша вина, потому что мы же формально никак не можем доказать, что это не по нашей вине, мы опоздали и приехали. Она сказала, что они будут знать, придете там к менеджеру в Лос-Анджелесе и порешаете, на что обменять, не беспокойтесь. Я ей также сказал, что у нас якобы нет денег, что нам и так оплачивала благотворительная организация, хотя по секрету оплачивал я же сам, но ей я сказал, что у нас нет денег, типа точно ли получится как-то решить проблему. Она сказала: да, don't worry, baby. Окей, посмотрим, как дальше будут разворачиваться события, но в любом случае, как минимум, будет очень большая трата времени, потому что, насколько я помню, вообще у нас пересадка должна была быть 11:30 ночи в Лос-Анджелесе, и в ближайшее время около полуночи там нету никаких других автобусов, то есть, скорее всего, это придется ждать их какого-то утреннего рейса дальше ехать. В любом случае, это шляпа. Ну, сейчас варианта нету даже ехать в аэропорт, потому что у нас нет интернета, мы не можем не построить маршрут в аэропорт, не посмотреть, есть ли какие-то самолеты. Остается тупо ждать, как и всем другим людям здесь, на станции. Ох, тогда мы не представляли, во что вляпались. Естественно, сейчас я никому не рекомендую ехать на автобусах из Сан-Диего куда-то далеко. Это полный бред. Итак, 2 часа ожидания в Сан-Диего, 5 часов ожидания в Лос-Анджелесе, и вроде как сейчас должен прийти новый автобус, на который нам переоформили билеты, и он еще будет не до Сакрамента. Мы очень надеемся, что он придет вовремя, потому что еще есть пересадки. Ждем, должен быть через 10 минут. Причем самое странное, что буквально за углом автопарка этих же автобусов на табло куча рейсов ночных, то есть там каждый час, каждые 2 часа есть автобус откуда-то куда-то, но автобусы стоят. И такое ощущение, что правы ребята, ютуберы и трак-драйверы, что на самом деле водителей-то не хватает. Да, где-то ставки упали, где-то цена бензина подросла, но все равно не хватает водителей для нормального функционирования экономики. Сейчас у нас минут 30-40 была тяжелая
беседа с мужиками, которые едут тоже из Сан-Диего, но не в Сакраменто, а в Феникс в Аризоне. С ними мы немножко разболтались с Google Translate'ами, когда уже мозги закипели от новой информации, от новых слов, и мы уже не могли переводить спокойно, что они говорят. Ну, так общались немного за жизнь, за политику. Им интересно было узнать что-то о России. Так вот, я им тоже озвучил эту проблему. Типа, ребята, как же так? Я вижу за углом 30 автобусов. Они говорят, не хватает водителей. Вот ты сам видишь, автобусы стоят, они должны ездить 24 hours in day. А они стоят. Так что, друзья, все welcome to America и работать. Но пока нам самим до этого далеко. 5:40 утра, нас садят в автобус. Раз в некоторое время делаются 10-минутные остановки, чтобы можно было сходить на кофе в 7-Eleven, например, как в этом городке. Для меня очень ярко. Мы сейчас во Фресно, едем уже 5 с небольшим часов на новом автобусе, на который нас пересадили. Поль, какие у тебя ощущения от поездки? Люди неаккуратные, кресла грязные, дуют кондиционеры просто бешено. Я закрываю центральное кондиционирование Видео? кофтой. И чего еще? Туалеты есть, это очень удобно. Есть туалет, да, спасибо. Мозг не варит, мы спали 2 часа и проснулись, когда уже увидели американские городки и не можем уснуть, потому что как песики вот так вот смотрим в окно и любуемся. Это ферма, это поля с яблоками, с апельсинами, с виноградом, мне кажется, там еще груши и сливы. Это просто какие-то нереально огромные гектары, которые чередуются еще с... промзонами какими-то, что-то добывают, огромные... Да, скотоводческие фермы гигантские. Я столько коров на одной ферме никогда в жизни в России не видел. Их просто невероятное количество. И ферма тоже там как виноградник огромная. Про эти растительные фермы мы удивились, что везде автополив. То есть идет поля, ну они же с дорожками, то есть идет ряд растений, дорога для автомобиля, чтобы там ездить, собирать с сотрудниками. Опять дорожка, ряд растений. И вот в эту дорожку, то есть ты смотришь, она уходит туда к горам, которые на горизонте. Все в этих растениях, и ты видишь, что везде проложены шланги, автополив. А что, так можно было? Не зависеть от засухи, не засухи? Мы просто в шоке. И еще кругом какие-то стройки идут. Ну, опять же, не домов. То есть тут мы, кстати, за все эти 3 часа ни разу не увидели ни одного даже 5-этажного дома. Ну, да, окей, Америка одноэтажная, у этого есть свои минусы. Но везде какие-то стройки. Строят новые автомобильные развязки. Причем автомобильные развязки аккуратные. Они из аккуратного бетона сделаны, аккуратно внедрены в растительность, да, то есть не так, что вокруг них там все выпололи, выжгли, да, сравняли с землей. Нет, как-то аккуратно там вокруг пальмочки растут, еще чего-то. Автобус несется вообще, обгоняет все фуры. У него на спидометре есть мили в час и километры в час, так он почти постоянно едет 100-115. То есть ниже 100, когда не в горку, он почти никогда не опускается. Все фуры обгоняют, то есть прям реально автобус наваливает, летит, да. И везде постоянно какой-то движ. Везде огромное количество фур, огромное количество обычной машины. Везде сельскохозяйственная техника ездит. Люди работают. С 8 утра везде уже какой-то движ, сбор винограда просто толпами. Сбор яблок уже не идет. Но, в общем, люди работают, это круто, это здорово. 4 минуты. Продолжаем ехать дальше. Ой, доехали до Окленда, близ Сан-Франциско. Все как... Пока что все идет через жопу. Во-первых, опоздали, должны были приехать в 3:35, приехали в 4:05. Мы прям переживали, чтобы успеть на следующий автобус, потому что он в 4:15 должен уйти. А мы уже видели, как этот автобус, на котором мы едем сегодня весь день, на некоторых остановках уезжал раньше времени. Мы такие, а если ты опаздываешь с другого автобуса, и ты знаешь, что у тебя автобус там, грубо говоря, в 3, ты бежишь там к 2:58, а он уже уехал. Короче, вот зная это, мы прям спешили, но следующего автобуса пока нет. И куча народу стоит, которые тоже едут в Сакраменто. Ждем. Уже время 4:21. Должен был быть в 4:15. Очень интересно, насколько задержится. Пока что путешествие, конечно, само по себе
отвратительное. Вот именно этот общественный транспорт, public transportation, как нас поправили местные, полное дерьмо. Вау, тяжело представить, но мы сутки в пути, практически реально 24 часа. По Калифорнии, на автобусах. Ух, ну и приключения. Но сейчас финишная прямая. Время почти 7. Догнали более-менее плюс-минус расписание. Водитель нигде не делал остановок, спрашивал, собирается ли кто-то выходить. Когда никто не откликался, проезжал, видимо, как мы поняли, мимо. И вот мы в Сакраменто. Сейчас нас удивительный добрый человек, откликнувшийся в чате, обещал встретить. Очень устали, почти, почти, сутки, даже больше, чем сутки в пути. В 5 часов в 4 часа нас забрали из отеля вчерашнего дня, а сейчас получается 6:50 следующего дня. Давайте будем все раскладывать по полочкам завтра. Друзья, спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на социальные сети, которые указаны в описании под этим видео. И если вам нужна будет помощь в Сакраменто, тоже обращайтесь ко мне. Всем чао!